Здравствуйте, ребята! Меня зовут Романюк Зульфия Самигуловна, я учитель математики школы номер 15 города Якутск. Сегодня тема нашего занятия – системы уравнений. Итак, решим следующую систему. Записываем 3х в квадрате плюс y равно 6. Второе уравнение – 4х в квадрате минус y равно единице. Напоминаю, что решением системы является пара чисел. Прежде чем решить систему, сначала внимательно посмотрим и замечаем, что коэффициенты при переменной y противоположные числа, а значит при сложении они дают нам 0. Поэтому почленно складываем все слагаемые. Складывая первое слагаемое, получаем 7х в квадрате, складываем числа, получаем 7. Решаем получившееся уравнение. Получается х в квадрате равно единице. Единица больше нуля, значит уравнение имеет два корня. Находим х первое. Минус корень из единицы, а это есть минус единица. И х второе. Это плюс корень из единицы, это есть единица. Но это не ответ системы. Решением системы является пара чисел, поэтому продолжаем решать. Итак, х первое у нас минус единица. Чтобы найти y первое, нам нужно подставить значение х в любое из уравнений. Например, в первое. 3 умножить, вместо х подставляем минус 1, плюс y равно 6. Решаем получившееся уравнение. 3 умножить на 1 – 3, плюс y получается 6. Это линейное уравнение, решаем его. y равно 6 минус 3, получается y равно 3. Это у нас y1. Составляем пару значений. Итак, на первом месте пишем x, это минус 1, на втором месте y3. Первая пара готова. У нас есть еще x2. Выписываем х2 равно единице и то же самое подставляем в любое первоначальное уравнение. 3 умножить на 1 в квадрате плюс y равно 6. Считаем 3 плюс y равно 6. Отсюда y равно 6 минус 3, y равно 3. Это у нас y2. Составляем пару. Получается 1, 3. Итак, ответом данной системы являются две пары чисел. Это минус 1, 3 и вторая пара 1, 3. Вот это ответ. Решим следующую систему. 2х в квадрате минус 5х равно y. 2х минус 5 равно y. Еще раз обращаем внимание, что прежде чем решить систему, нужно на нее внимательно посмотреть. А вообще из курса 7 класса мы знаем, что у нас есть способ сложения и способ подстановки. Но обращая внимание на эту систему, мы видим, что в правой части у нас одинаковые, правая часть у нас одинаковая, а это значит, что левые части тоже должны быть равны. Выписываем 2х в квадрате минус 5х и вторую левую часть 2х минус 5. И у нас получилось уравнение с одной переменной. Переносим слагаемое из правой части в левую, меняя при этом знаки на противоположные. Получается 0. Приводим подобное слагаемое. Минус 7х плюс 5 равно 0. У нас получилось квадратное уравнение. Решаем его по общей формуле. Итак, выписываем коэффициенты. А равно 2, b равно минус 7. Минус 7 выделяем, потому что в дальнейшем нужно обратить на него внимание. И c равно 5. Записываем формулу дискриминанта. b в квадрате минус 4ac и находим его значение. Минус 7 в квадрате
Минус 4 умножить на а это 2 и умножить на с это 5. Считаем. Минус 7 в квадрате 49, минус произведение равно 40. Получается 9. 9 больше нуля, значит уравнение имеет два различных корня. Продолжаем находить корни. Х1 находится по формуле минус b плюс корень из дискриминанта, деленное на 2а. Подставляем значение. Вот как раз нам пригодилось обратить внимание на b. Если здесь у нас минус 7, то здесь мы пишем противоположное, плюс 7. 7 плюс корень из 9 делим на 2, умноженное на а. Это 2. Считаем. 7 плюс 3, в знаменателе 4. Получается 10 четвертых. Сокращаем на 2, получается 5 вторых. 5 делим на 2, получается 2,5. Находим х2. По формуле минус b минус корень из дискриминанта, деленное на 2а. 7 минус корень из 9, в знаменателе 2 умножить на 2. Получается 7 минус 3, в знаменателе 4. В числителе 4, в знаменателе 4, в ответе получается единица. Еще раз говорим, что это не ответ. Продолжаем решать. Итак, мы нашли х1, х2. Теперь найдем вторую переменную y. х1 у нас равен 2,5. Найдем y1. y1 найдем из формулы, из второй формулы. Это удобно. Уравнение первой степени. 2 умножить на 2,5 минус 5. 2 умножить на 2,5 это 5. Вычитаем 5, получается 0. Это первая пара. 2,5, 0. И находим вторую пару. х2 у нас, смотрим, 1. Находим y2. Подставляем в эту же формулу. 2 умножить на 1 минус 5. 2 умножить на 1 это 2. 2 минус 5 это минус 3. Вторая пара. 1 минус 3. Итак, решением этой системы являются две пары чисел. Закончили эту систему. Продолжаем следующую. Записываем систему. 2х в квадрате плюс 4y в квадрате равно 24. Следующее уравнение. 4х в квадрате плюс 8y в квадрате равно 24х. Вообще систему можно решать разными способами. Может, кто-то уже решил решать другим способом, но мы будем следующим способом. Замечаем, что коэффициенты первого уравнения четные числа, а значит они делятся на 2. Поделим все коэффициенты на 2. На второе уравнение посмотрим. Здесь коэффициенты все делятся на 4, поэтому поделим на 4. Смотрим, что у нас получается. Итак, 2х в квадрате делим на 2, получается х в квадрате. 4y в квадрате разделить на 2, получается 2y в квадрате. И 24 поделить на 2 получается 12. Это первое уравнение. Второе уравнение делим на 4. Получается 4х в квадрате поделить на 4 будет х в квадрате. 8y в квадрате поделить на 4 будет 2y в квадрате. И 24х поделить на 4 получается 6х. И еще раз посмотрим, каким же способом нам решать эту систему. Замечаем, что левые части этих уравнений одинаковые, а значит правые части тоже равны. Выписываем 6х равно 12. Это линейное уравнение. Решаем его. Х равно 12 разделить на 6. Х равно 2.
Это не ответ, так как мы решаем систему, а решением системы является пара чисел. Продолжаем. Итак, х равно 2. Подставляем в любое из первоначальных уравнений, например, в первое. 2 умножить, вместо х подставляем 2, плюс 4y в квадрате, получается 24. И решаем уравнение с одной переменной. 2 в квадрате 4, 4 умножить на 2, 8. 8 плюс 4y в квадрате, получается 24. Оставляем слагаемое 4y в квадрате в левой части, 8 переносим в правую, меняя знак на противоположный. 24 минус 8. Получается 4y в квадрате равно 16. Делим обе части на 4, получается y в квадрате равно 4. 4 больше нуля, значит уравнение имеет 2 корня. Y первое равно минус корень из 4. И y второе равно плюс корень из 4. А значит, y первое равно минус 2, а y второе равно 2. Составляем пары. X у нас равен 2, первая пара будет 2, и y берем первое значение, минус 2. Вторую пару, x у нас тот же самый, это 2. И y берем второе значение 2. Значит, решением этой системы являются две пары чисел. Мы посмотрим еще одну систему. Х в квадрате плюс 2y равно 6. Y равно x минус 1. И мы уже видим, что эту систему решаем способом подстановки. Предлагаю решить эту систему вам самим. И ответ данной системы получится две пары чисел. Минус 4, минус 5 и 2, 1. Еще раз напоминаю, что чтобы решить систему уравнений, это значит найти все ее решения или показать, что их нет. И решением системы является пары чисел. Данную систему решить нужно способом подстановки. Наше занятие подошло к концу. До следующих встреч!